С 24 по 29 июня в культурном центре Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова прошел открытый всероссийский турнир по стохлеточным шашкам памяти заслуженного тренера Российской Федерации Якутской ССР Республики Саха-Якутия Николая Николаевича Кычкина. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Нидерландов, Монголии и разных регионов России. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены мира: десятикратный чемпион мира Алексей Чижов, пятикратный чемпион мира Александр Шварцман, чемпион мира среди юниоров Ваутер Симпа и Герилболт Ганболт. Якутию на турнире представили международные гроссмейстеры и мастера Гаврил Колесов, Иван Токусаров, Николай Гермогенов, Николай Гуляев, Матрена Наговицына, Ирина Платонова и Наталья Шестакова. Итоги выстроились таким образом. Среди мужчин первое место занял десятикратный чемпион мира Алексей Чижов. Среди женщин первое место заняла Наталья Шестакова, международный мастер спорта по шашкам. Ну, конечно, по очереди фавориты впереди. Их очень много. Среди женщин состав очень равный. Особенно впереди якутские шашистки, которые очень сильные в мире, призерки чемпионата мира, победительки Кубка мира. Но этот турнир происходит по так называемой швейцарской системе. Это значит, что до конца, наверное, не будет понятно. Это не по олимпийской системе, что если кто-то проиграл, он уже вылетел. Турнир происходит в одной группе. Есть, конечно, дополнительная классификация тоже по возрастам и так далее. Вообще, якутска вам скажу, как человек не из России, что все в мире знают и уважают якутскую школу шашек. У вас очень много достижений. С 26 по 28 июня прошел третий республиканский турнир по ушу «Белые ночи». Состязательные бои прошли по 5 категориям отдельно среди взрослых и детей в спортивном комплексе Якутского научного центра. Организаторами являются Федерация ушу Республики Саха-Якутия, Центр изучения ушу и цигун «Небесная река». Взрослые принимали участие в категории тайцзюань и оружие тайцзи, а также ушу саньда. Дети участвовали в категориях ушу таоло с оружием и без. Соревнования проводились по международным правилам ушу. В этом году в турнире приняли участие всего 120 человек. Кроме спортсменов города Якутска, соревновались из 4 улусов – Алданского, Горного, Вилюйского и Намского. Турнир наш уже стал традиционным. Если мы проводили однажды первый раз его как знаменование окончания школы, то сейчас он стал уже традиционным. Участвуют клубы из наших друзей, коллег, единоборцев: Нью-Эра Мамей, Белый Медведь, Уранхай, Марха, Росомаха, Моксогол. Плюс 2 клуба, которые представляют СФУ. У них разные тренера. У одного Анатолий Гольман, у другого Петр Уваров. Эти клубы являются уже сейчас постоянными участниками наших турниров. У них специалисты не только по ММА или Муай-Тай, но и по саньда. Ну, в первую очередь, конечно, он проводится в городе Якутске 3-й раз подряд, и мы надеемся, что со временем проведем его и в других городах. Ближайшие планы. Через неделю буквально наши лучшие спортсмены по ушу таолу поедут в лучшую школу ушу в мире. Это пекинская школа, называется Шичахай, откуда вышли знаменитые Джет Ли и прочие знаменитости, да, чемпионы мира и окрестностей по ушу. Они будут там тренироваться. 28 июля в местности птицефабрики состоялся 3-й этап бриллиантового даунхилла. Даунхилл – скоростной спуск. Это экстремальная гоночная дисциплина горного велосипеда, суть которой заключается в прохождении трассы на время. Данный вид спорта в нашей республике за последние годы заметно прогрессировал. Растущее количество желающих принять участие на подобных соревнованиях и их уровень подготовки тому доказательство. На розыгрыш 3-го этапа заявилось 12 спортсменов, которым предстояло преодолеть извилистую трассу, полной различных препятствий. Каждому давалось право на 2 заезда, по итогам которых и определился победитель этапа. В этот раз лучшее время показал Михаил Лиханди. Данный вид спорта в республике будет проводиться еще не раз. Организаторы данного соревнования говорят, что впереди у них много планов и задач. Ну, соревнования пошли на достойном уровне. У нас был общий зачет, не как обычно 3 категории, потому что было мало участников в связи с праздниками. Ну, соревнования прошли на достойном уровне, все хорошо покатались, много кто падал, но ничего, сильно никто не травмировался. Ну, было пару сломанных велосипедов, но это мелочь. Ну, в общем, соревнования прошли хорошо.
все покатались, все довольны, все счастливы. Ну, велоспорт – это, как сказать, здоровый образ жизни, постоянное катание, то есть поддерживаешь себя в форме, катаешься, получаешь от этого массу удовольствия и массу позитивных моментов, позитивных мыслей. Соревнования сегодня прошли очень неожиданно, так сказать. Вначале думали даже перенести соревнования, потом в последний момент уже решили провести их. Единственная проблема была то, что народу было мало, то, что наши соревнования выпали именно в ту дату, когда происходит сейчас национальный праздник СЭХ. Вот. Но, тем не менее, народу достаточно, чтобы провести такие полноценные соревнования. Вот. Ребята показали очень хорошее время, прокатились по трассе, я думаю, на отлично. 28 и 29 июня в местности Юсхатын прошел ежегодный национальный праздник народа Саха Сых Туймады. По традиции, одно из центральных и самых зрелищных событий национального праздника – игры Дыгына. В спор за звание сильнейшего многоборца республики вступили всего 13 якутских спортсменов из разных улусов Якутии. Соревнования, как традиция, проводятся в течение 2 дней по 7 якутским национальным видам спорта. Первый день в спортивной площадке местности Юсхатын баутуры боролись между собой в прыжках Үстегюль-Үс, борьбе хапсагай и поднятии камня. А на второй день в ипподроме Юсхатын соревновались в стрельбе из лука, якутской вертушке Татумергир, масс-рестлинге и беге на 400 метров. После первого дня соревнований уверенно лидировал действующий чемпион игр Дыгына верхневилюйский баутур Любомир Николаев. Однако во втором дне прекрасно проявил себя победитель республиканских игр по национальным видам спорта Кудангсон-Нюта-2012 в Чурапче Петр Старостин и буквально вырвал у Николаева победу. Всего Петр Старостин набрал 25 очков, опередив Любомира Николаева всего на 4 балла. Тройку призеров замкнул Александр Аринкин из Бегина Хангаласского улуса. Победителю юбилейного 20-го соревнования достались ключи от автомобиля УАЗ «Хантер». Второй призер был награжден трактором «Синтай», а третий призер стал обладателем мотоцикла «Минск». Игры Дыгына в этом году прошли в очень напряженной борьбе. Буквально до последнего круга не было понятно, кто же у нас станет победителем. Но в упорной схватке Петр Старостин стал победителем игр Дыгына. Но я уверен, что вот такая интрига, такая борьба, которая была в этом году у нас, она украшает игры Дыгына. Не может быть определенности в этих видах спорта, что они должны идти строго в определенном порядке. Их, наоборот, надо менять, потому что это же спорт. Я хочу сказать, что мы в этом году впервые провели соревнования на новом ипподроме. И я вижу, что гораздо больше зрителей наших смогло это реально здесь наблюдать. В следующем году мы, конечно, должны будем сделать, чтобы это было еще здесь более красочно, более зрелищно, чтобы и зрителям было удобно, и спортсменам здесь было удобно выступать. 1 июля на манеже стадиона Туймада состоялся чемпионат Республики Саха-Якутия по якутским прыжкам среди мужчин и женщин 6-го этапа Гран-при. Итог июльского чемпионата, несмотря на минимальное количество участников, получился весьма плодотворным для некоторых спортсменов. Так, Егор Местников после 10 лет наконец-то выполнил норматив мастера спорта Республики Саха-Якутия по прыжкам Кобах, и его лучший результат – 37 метров 35 сантиметров. Также по итогам троеборья норматив мастера спорта Республики Саха-Якутия по якутским прыжкам выполнили Александр Мушников и Иван Алексеев. А абсолютным чемпионом по всем дисциплинам стал выпускник автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета Виктор Тихонов и по итогам троеборья занял 1-е место. Среди женщин абсолютное лидерство заняла Александра Сокова. 2 июля прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к 6-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутии, которые пройдут в Намском Улусе с 9 по 13 июля. С журналистами встретились председатель организационного комитета Дмитрий Глушко и начальник управления физической культуры и массового спорта Республики Саха-Якутия Николай Цепандин. Так, на сегодняшний день приемка организационного комитета на степень готовности прошли 23 объекта питания, размещение участников и проведение соревнований из 30 объектов. Большой объем работы проведен по благоустройству Намского Улуса. Вывезен мусор, снесены ветхие строения, отремонтированы фасады многоквартирных домов. Кроме того, полностью реконструирована насосная станция на местной скважине. В Намсах впервые в истории игр народов Якутии будут принимать участие дети. Согласно утвержденной квоте участников, всего будет обеспечено 4300 человек. Всего в финальной части спартакиады примут участие в 2250 спортсменов. Сегодня завершается работа по, во-первых, строительству объектов, которые мы
специально строим для проведения этих игр. Это спортивный стадион в селе Намцы, культурно-спортивный комплекс и спортивный зал в селе Хамагата. И, сколько я знаю, практически каждый житель села Намцы поучаствовал в этом процессе, выращивая цветы, высаживая их, занимаясь благоустройством территории, уборкой мусора, сносом ветхих строений. Это очень такой колоссальный объем работы, такая большая генеральная уборка в этом наследии. И я рад, что вот население сумело мобилизоваться и активно принять участие в этой работе.